Привет, мальчишки и девчонки! Добрейшего времени суток, телезрители! Это мы! Смотри, что я нашел! Ой, это же мое! Я приготовила для сегодняшнего выпуска. Ты даже не знаешь, что это. Это дудка? Это не дудка, а дудук. Национальный армянский инструмент. То есть, получается, мы уже начали знакомиться с армянской культурой и традициями? Не отставай! Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. И чтобы поближе познакомиться с этим удивительным народом, мы отправились в город Октябрьский. Здесь проживает более 1000 армян. Армянский, как самостоятельный язык, существует аж с 6 века до нашей эры. Представляете, какой он древний? И прямо сейчас мы узнаем о нем еще больше. Армянский язык, индоевропейский язык, выделяемый в отдельную подгруппу, является одним из древнеписьменных. Армянский язык имеет статус государственного в Республике Армения. Население этой страны на 98% состоит из этнических армян. Поэтому можно считать, что все 3 миллиона граждан являются носителями национального языка. За пределами Армении проживает еще не меньше 3,5 миллиона армян. Татьяна Рафиковна, сколько всего букв в армянском языке? В армянском языке 36 звуков и 39 букв. Они такие необычные. Можно я попробую прочитать? Прочитайте. Наверное, А, Б, В. Нет, это Г. Г. В мы сейчас найдем. Вот это у нас В. Давайте я найду похожие наши буквы и отличающиеся. Давайте. Мне кажется, что это похоже на нашу букву Д. Нет, это ваша Д, но для нас это Ч. Большая буква Ч. Ч. На нашу букву О похоже. Правильно, и у нас она О. А как читается этот доллар? Это у нас Ф. Ф? Да, большая буква Ф и маленькая буква Ф. Алфавит появился в 405-406 годах нашей эры. А какие есть еще особенности? У нас есть особенности вот именно в последнем букве, то что Ев у нас пишется в начале предложения по-другому, а в середине предложения она пишется именно вот так. В начале предложения мы пишем его с помощью двух букв, буквы Е и буквы В. А так у нее нету большой буквы. И она еще является союзом, то есть она связывает буквы, связывает предложение. Как у вас, например, буква И. В армянском языке существует множество звуков, которым нет аналогов в русском языке. А за какое время можно выучить начальный уровень языка? Если так посчитать, то можно научиться хотя бы за год начальному уровню. Но трудность состоит в языке то, что у нас согласных, например, Г, К, К, Д, Т, Т, Б, П, П, их очень много, и надо научиться правописанию. То есть они в слове слышатся по-другому, может слышаться П, но может написать, например, Б или П. Хотя за год, если постараться, можно и научиться. А даже армянские дети путаются? Конечно же путаются. Они учатся точно так же, как и все дети. Самое длинное слово в армянском языке состоит из 35 букв. В буквальном переводе слово означает «солнце светлого луча озарения». Литературный перевод «светлые лучи солнца озаряют все кругом». А как на армянском будет «спасибо»? Спасибо будет «шнор хакалутюн». Сейчас я напишу. Шнор хакалутюн, так? Да. Какое получилось длинное слово, вроде бы только 7 букв на русском. Да, сейчас и на русском напишем. Вот. Шнор хакалутюн. А как на армянском будет приятно было познакомиться? Шат хачалеш цанотанат. Сейчас попробую это выговорить. Шат. Шат. Хачалеш. Хачельеш. Цанотанат. Цанатана. Вот. Армянская письменность считается одной из самых древнейших в мире.
Такой интересный язык. А расскажите какое-нибудь стихотворение. Стихотворение я скажу немножко из Фаруира Севака. Если мануш Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում. Вот так она у нас. Очень красиво звучит. Первая книга, напечатанная армянским шрифтом, вышла в Венеции в 1512 году. Никогда бы не подумала, что армянский такой мелодичный. Мне очень понравилось говорить на этом языке. У нас в Башкортостане множество музеев, таких как музей Михаила Нестерова. А вот Армению даже принято называть музеем под открытым небом, ведь на ее территории расположилось более 4000 уникальных памятников. Республика Армения – это государство в Закавказье. Население страны составляет 2 998 000 человек. Все они проживают на территории 29 743 квадратных километра. Столица Армении – город Ереван. Башкортостан известен своими горами, а если говорить о горах Армении, то сразу же на ум приходит Арарат. Армяне называют эту гору гигантом. В окружности она достигает 40 километров. Пик горы местные жители называют Агрид-Даги, что означает «гора страданий». Он возвышается над равниной реки Араки и выглядит как нечто неземное по сравнению с суровым ландшафтом. Сегодня гора Арарат находится на границе Армении и Турции и в 16 километров от Ирана. Фактически это территория Турции, что, впрочем, не мешает жителям Армении считать эти места частью своей великой истории. Как столицу Башкортостана Уфу нельзя представить без памятника Салавату Юлаеву, так и столицу Армении Ереван невозможно представить без Большого каскада. Это одна из главных достопримечательностей Армении. Выглядит она как художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники. Целью строительства такой необычно красивой лестницы из молочного туфа было соединение нижнего и верхнего города, находящегося высоко в горах. Армянская земля богата не только своими достопримечательностями, но и такими личностями, как Армен Джигарханян, Шер, Гарик Мартиросян и многие другие. Эти имена знакомы нам и всему миру. Ну а мы, получив такие ценные знания, отправляемся дальше. Армянский национальный костюм за все время своего существования повлиял не только на людей, которые его носили, но и на некоторые народы. Я расскажу об основах именно женского наряда. Он состоял из длинной рубахи халав с косыми клинями по бокам, широкими прямыми рукавами, круглой горловиной и продольным разрезом на груди. Под халав надевали длинные штаны пахан. Поверх рубахи армянки одевают длинный архаух синего, зеленого, фиолетового или бордового цвета с длинным изящным вырезом на груди, застегивающимся на талии. В праздничные дни армянки надевали поверх архауха платье минтана. На талии завязывали длинный шелковый или шерстяной шарф. Рукава платья застегивались на небольшие пуговицы в виде шариков или пришивали вместо пуговиц тонкие серебряные трубочки, нанизанные на нитку в виде треугольников. Края рукавов были обшиты тонким шнуром. Все костюмы украшались вышивкой. Разрезы в боковых швах, на груди, на рукавах оформлялись шнурами различной толщины. Основа мужского костюма была шита из шелка или ситца, цветная рубаха, шапик. А еще штаны-шаровары, шалвар. Шаровары подпоясывали специальной опояской хаджан, тесьмой шириной 2 см с узорами и кистями на концах, которая продевалась в широкий подрубной шов на талии. Поверх рубашки восточные армяне надевали архалух, распашную верхнюю одежду с низким стоячим воротником. Шелся архалух из хлопчатобумажной и шелковой ткани. Застегивался от воротника до талии на крючки и мелкие пуговицы. Длиной архалух доходил до колен. Армянская одежда отличается своей красивой вышивкой с растительным орнаментом. Армянская кухня – одна из самых древних в Европе. И при этом традиции приготовления блюд остаются неизменными вот уже много-много лет. Значит, сегодня, создавая долму, мы можем представить, что готовили в Армении в начале веков. Как и для всех кавказских народов, для армян характерны мясные яства. Из мяса предпочитают баранину, говядину, домашнюю птицу. Особое внимание уделяют рыбным блюдам. Для их приготовления используют исключительно форель. Большая роль в здешней кухне принадлежит фруктам. К мясным и рыбным изыскам зачастую добавляют курагу, чернослив и изюм. Вот и нам пообещали, что в этой рубрике будет блюдо с мясными и фруктовыми ингредиентами. Мы сегодня будем готовить долму. Это национальное блюдо
Она готовится из виноградных листьев. Это как голубцы, только здесь используются виноградные листья, получается. Да, только это виноградные листья. А почему именно долма? Ну, это армянское блюдо и национальное блюдо. Что нам понадобится для его приготовления? Нам понадобится фарш, рис, лук жареный, специи и зелень петрушка. И масло. И масло, да. Название блюда таума связано с таким словом, как толи. В переводе с армянского языка виноградные листья. А с чего мы начнем? Мы начнем, давай фарш возьмем. Сколько нужно брать фарша? Всю тарелочку, да? Да. Вот рис, вот лук жареный. Чуть-чуть соль надо положить. Какие самые основные ингредиенты в армянской кухне? В армянской кухне используется сыр брынза, мясо шашлык, баранина, говядина, свинина, рыба. Самый знаменитый это шашлык из свинины. Да, это я знаю. Армянскую дауму, или вернее тауму, не делают из фарша. Настоящая армянская хозяйка мелко нарезает филе. Причем порой кусочки достигают размеров риса. Так, теперь мы будем выкладывать. Виноградные листья выкладываем. Так, значит так. Туда ложим начинку. А столько фарша хватит? Это много? Много, да? И кладем на листочек. Да, кладем на виноградные листья и вот так закручиваем. А как вы их прикрепляете? Вот сначала середину, потом край и закручиваем. Так, сейчас я тоже попробую сделать Давайте. то же самое. Вот так середина, да, потом по краю нет. Сейчас по краям. Вот так. Да. Вот так. Угу. И Заворачиваем. Вот, молодец. Это было несложно. Да, это несложно. Самое известное армянское блюдо – шашлык. Армяне готовят по своему национальному рецепту и называют его харавац. Вот сейчас мы начинаем варить. Сначала смазываем кастрюльку. А почему мы смазываем? Мы же все равно будем заливать водой. Потому что кастрюльки не прилипалась, надо мазать с маслом. Их надо... Плотно класть? Да, плотно надо класть, чтобы при варке не раскрылись. Все, вот сейчас поставим варить на 40-45 минут. Хорошо. Какая красота! Как вкусно пахнет! Наконец-таки я научилась готовить долму. Сейчас мы подаем долму. Соус. С соусом. Из чего он? Из простокваши, чесночный соус это. Туда соль, перец добавляем. Из многообразия армянских блюд сегодня я научилась готовить долму. Обязательно повторю это дома, если, конечно, найду виноградные листья. Армянский народ в совершенстве овладел многими ремеслами. Каменщики, ювелиры, ковроделы и многие-многие другие умельцы, которые возвысили ремесло Армении до искусства. Именно в одно из них мы сейчас погрузимся. И это ювелирное дело. Ювелирное дело имеет в Армении очень богатые традиции. Армянские мастера и ювелиры владели множеством технических средств. Особенно широко использовалась алмазообработка. Армянские мастера, помимо материального, приписывали глубокий смысл драгоценным металлам и камням, видя в них символы неба, богов, духовных и высших ценностей. Итак, мне не терпится узнать, что мы сегодня сделаем. Сегодня у нас урок будет как собираем цепочку. Давайте сначала я тебе покажу, как расплавиться, а потом дальше продолжим. Хорошо. Давайте. А это как прибор называется? Вот это называется надувка, которую дуешь. Вот здесь бензин, горелка. Ого. Все, горит. Все, мы берем. Это очень опасно, я вижу. Ну, смотря как ты будешь обратиться. Надо обратиться к нему хорошо, потому что... Вы его сейчас расплавляете? Да, мы расплавляем, сюда заливается. Потом после заливки у нас приходится уже другая работа. Мы проводим туда вальцовку, будем вальцовать. Нам давать такая толщина цепочка, что у нас какой цепочка будет. А у вас чашечка вот эта не расплавится от такой температуры? Нет, это специально керамическая чашка. Специально, да? Вот
Вот стоит оно у никому нас. руки туда совать. потому что Нельзя же, обычно- потому что вот здесь все горячее. Вот. Раз. Ого, это получается прям... Остужаем. Мы сейчас пропустим через вальцовку. Была цепочка, стала вот такая вот. Вот такая стала. Серебряная. Оно же бывает. Такой толщины, какой нам надо будет. То есть он сжимается, да, Вот. получается? Сжимается, и оно еще длиннее становится. Из 1 грамм золота можно 2,5 километров проволочку сделать. Оно уже получается как Да. волосиночка. А можно мне попробовать? Ну, давайте. Так, это получается, вставляем вот сюда. Давай, крути. А, не туда. Не туда Не всунуть? туда. Вот первый. А, первый, да? Сейчас выкручу. Вот надо вот первый. сюда, ага. Угу. Крути. Ох, я правильно все делаю? Все правильно. Первые ювелирные украшения появились в Древнем Египте и носили их мужчины. Покажите, пожалуйста, армянское плетение. Вот Давайте, именно армянское. давайте я покажу. Давайте. Сейчас покажем. Берем. Опять. Уже потолще вижу, да, палка? Да. Уже замотаем. Мы сейчас пружину создаем. А пружина нам уже, чтобы потом на будущее, на дальше, чтобы собирать цепочку. Интересно, такая пружина получилась. Ну вот, я вижу, да, то, что ее уже можно растягивать, она все равно собирается. Ненужную часть убираем. Все правильно. Все догадаешься хорошо. Вот берем. А это тоже, Это да, куски. лишнее? Как... Да, это берем. Вот одеваем потом. Это кольца, которые нам приходится цепочку собирать. А, вот из этих, да, колец? Вот из этих колец нам приходится уже цепочку собирать. Серебро обладает антибактериальными свойствами. На Международной космической станции вода только та, что прошла очищение серебром. Какие чаще всего ювелирные изделия встречаются в Армении? В Армении всякие разные бывают. Ну, там старинные, у нас в Армении очень старинные, вот подобие такие, но они очень филигранные работы. Филигранная работа, но она очень мелкие, очень интересная работа. Ну, например, кольцо сколько делают, готовится? По времени можно и день, и два. Смотря как ты будешь работать. И смотря какое кольцо, да, наверное? И смотря какое кольцо. Скажите, у вас очки, которые они как-то приближают или они... Приближаю, там видно, красиво, хорошо. Вот у нас получается первая фигурка, которую мы... Потом она собирается, дальше вот идем. И вот так вот потихонечку И получается такая цель. потихонечку получается цель. В древности серебро использовалось для лечения зубной боли. В рот клали серебряную монету, и боль постепенно уходила. А чтобы работать ювелиром, нужно где-то учиться? И учиться, и желание, чтобы учиться ювелиром. А ювелирная работа – это искусство, это и художество, и все. Мы дальше продолжаем. Вот это то, что мы собираем. Вот эта цепочка, она называется армянская цепочка, армянское плетение. Вот, посмотрите, как выглядит армянское плетение. Вот в чем разница. Вот в том, что вот там другое, а здесь другое же плетение. Там уже Плотнее, там да? плотнее. А какое легче делать, американку или вот плетение армянское? Ну, смотря кому как. Плетение армянское там более сложное. Более сложно, да, чем американка? Да. Цепочки считаются самым популярным ювелирным украшением. Вот такой экспресс-мастер-класс мы получили от настоящего ювелира. Спасибо, Тигран, это было очень увлекательно. Спасибо тебе. Это ювелирная работа, это еще маленькая часть только ювелирных работ. На этот раз рубрику «Звонко» проведу я, так как
дудук – это армянский духовой инструмент, на котором играют только мужчины. Музыка на армянском дудуке чаще всего исполняется в парах. Дудук обладает теплым, мягким, слегка приглушенным звуком и бархатистым тембром, отличается лиричностью, эмоциональностью и выразительностью. Армяне считают, что прослушивание национальной музыки приводит к ощущению покоя и умиротворенности. Я думаю, лучше начать с истории. Расскажите об этом инструменте. Распространенный вот это название дудука, она появилась со временем, а в древних временах называлась на армянском языке циранапох. Почему циранапох? Потому что циран на армянском называется абрикос, потому что абрикос, сам вот этот материал, дерево вот такой, она очень прочная и звучистая. Звук создает за счет своей прочности, она создает звук, звучание. Дудук представляет из себя трубку с 9 игровыми отверстиями. А в чем особенность этого инструмента? Особенности я вот так объясняю. Каждый инструмент уникален своим, как он создает, как издает от себя тембром, звучание. Да? Тембр, звучание. Вот смотрите, я его издаю вот так. Его играющий вот основной деталь является камыш. Двухязычный обычный камыш. Тоже выбирает его мастер. Здесь хомут, вот этот является как настроит камыш вот этим. Если его откроешь, она пожестче, надо его посильнее надуть. Его надо настроить до тех пор, пока легко можно играть. Первый раз, когда его играешь, она на губах щекотно получается, потому что это от непривычки. От вибрации, да, наверное? От вибрации. Звук образуется в результате вибрации двух тростниковых пластин и регулируется посредством изменения давления воздуха на язычок инструмента. Мне уже не терпится начать обучение. С чего мы начнем? Обучение, вот, тебя в первую очередь, Арсенчик, надо будет сначала вот настроиться, как его вообще-то левая и правая рука. Во-первых, надо в первую очередь, как его поставить. Вот так, смотрите. Правая рука у тебя должен быть внизу. Ну, есть некоторые, которые наоборот держат, а есть мастера, которые вот и на других инструментах тоже играют. Для этого, чтобы удобно было и правильно было, обычно должен быть левая рука сверху, а правая снизу. Отверстия надо закрывать их вот так поплотнее. На тебя в первую очередь надо будет, чтобы у тебя губы привыкли к камышу. Чуть-чуть еще попробуй. Очень тяжело, нужно дыхание разработать. Это вопрос времени, потому что сразу невозможно. Считается, что дудук, как ни один другой инструмент, способен выразить душу армянского народа. А сейчас второго напарника нету с нами, ты тоже не можешь меня помочь в этом деле пока. Мы используем ноутбук. Из ноутбука мы сейчас получим его. Вот он тональность дает, да? Только что мы познакомились с музыкальным инструментом под названием дудук. На мой взгляд и слух, это что-то невероятное. Какая же душевная музыка рождается с помощью него. Привет, Уфа! Меня зовут Мэри Марти, и я говорю из Еревана. Я стою напротив памятника Молчал Баграмяна, и немного хочу рассказать вам о нем. Его зовут Оганес Баграмян. Он был
полководцем, то есть маршалом во время Второй мировой войны. А сзади находится американский университет. Кстати, там я учусь, и это тоже находится на станции маршал Баграмян. И я хочу добавить несколько слов, что мы должны помнить и всегда учить историю для того, чтобы чтить память и всегда быть благодарными за все подвиги, которые у нас есть. Всем спасибо, целую, пока, Уфа! Вот мы и познакомились с очередным народом, который проживает на территории Республики Башкортостан. Армяне очень дружелюбный народ, у которого есть чему поучиться. Частенько начал замечать их выступления у нас в городе. Конечно, ведь это мы, жители большой страны. Пока, Арайжм! Пока, цистуем!